Добрый вечер. А теперь о главном. На прошлой неделе в Бишкеке прошло совместное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Кыргызскую сторону возглавлял Камчыбек Ташиев, председатель ГКНБ, в состав которого недавно перешла государственная пограничная служба. И думаю, наши страны обоюдно заинтересованы и нацелены на этом процессе, который отвечает интересам наших братских народов. Ведь мы с вами, живя в соседстве вот уже много веков, имея тесные дружеские отношения, родственные связи, для создания благополучных условий нашим гражданам, должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков. За 30 лет независимости Кыргызстан смог делимитировать и даже демаркировать свои границы с двумя из 4 граничащих с ним стран – Китаем и Казахстаном. Эти договора можно считать успешными, но даже их некоторая часть кыргызской общественности считает провальными, и отдельные популисты полагают, что Узенгуш был продан Китаю, а Каркара – Казахстану, хотя доказать факт продажи невозможно. Пограничные вопросы – одни из самых чувствительных дипломатии. У одной стороны одни карты, у другой – другие. Так что спорить можно до бесконечности. Поэтому нужно просто договариваться, выделить спорные территории и потом, закрыв на все глаза, поделить эти спорные области пополам. Примерно так и было сделано с Китаем и Казахстаном, но некоторые области, считавшиеся кыргызскими, попали соседям. С Узбекистаном и Таджикистаном ситуация осложняется тем, что хотя тоже спорные территории выделены, но пока их не поделили, части спорных земель медленно и необратимо переходят к соседям. Во-первых, эти спорные участки не где-то в горах или в степи, а в самых густонаселенных районах. И местное кыргызское население часто продает свои земельные участки или даже просто бросает их и уезжает в Бишкек или куда подальше. К сожалению, очень много нареканий в отношении Ахтурпахского айлыкмыта. Там, к сожалению, там происходят очень удивительные вещи. Очень много продают земельные участки, вроде бы люди жалуются, что их земельные участки с красной книгой продали. Там или же выдают на тех местах, где не положено. Во-вторых, у Кыргызстана не оказалось сильных дипломатов, которых бы признавали в соседних странах тоже. Когда в самой стране нет беспрекословно уважаемых людей, как можно ожидать такого отношения от соседей? И дипломатов тем более нет на местном уровне. В результате многие участки спорных территорий медленно, но верно переходят к соседям. И чем дольше граница не маркируется, тем хуже для Кыргызстана. Вошли в нашу территорию 7,5 километров наши соседи, Ахтурпахском айлыкмыты. Они даже нашу заставу перенесли уже в село Джангджер. Там уже газохранилище, Сохское подземное газохранилище. Там нефтяные вышки были в рабочем состоянии. Все теперь другое государство использует. С чего согласия, мы так и не поняли. В-третьих, когда нет сильной власти в центре, царьки на окраинах размывают государственность, и она вообще деградирует. Когда каждая структура начинает действовать сама по себе, результирующая сила может оказаться нулевой, если не отрицательной. Добивает все коррупция, потому что деньги перебивают и благие намерения, и концепции с алгоритмами, и даже чувство патриотизма и ответственности. Где наши доблестные руководители пограничной службы, чем они думали, они не могли не знать. Потому что каждое движение, это военная организация, они докладывают руководству своему. Если просто так передали, это богатое месторождением нефти, там, газа, значит, они что-то имели. Просто так никто не дает в настоящее время. Как говорится, куда ни кинь, везде клин. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Аиб. Всего вам хорошего и до свидания.